не обратил внимания ни тогда, ни сейчас. Твой разум снова забит. Ты не замечаешь того, что происходит. Ничего не происходит. Всегда что-то происходит. Мусор мешает тебе увидеть то, что важно. Этот момент здесь, сейчас. Когда окажешься здесь и сейчас, то удивишься тому, на что ты способен. Перед игрой игрокам бы рассказал несколько случаев, когда, имея даже плюс 20 за последнюю четверть, можно проиграть игру. И примерно такой вариант был, когда мы играли здесь 7-7. Конечно, мы были после Банвита, и нам не хватало чуть-чуть сил. Но мы 3 четверти были ровно, проиграли игру 20 очков. Мы имели такую же проблему в Саратове, когда мы приехали как бы фаворитами, проиграли 20 очков. Что я хочу сказать, что если ты не собран, и ты думаешь, что победа удастся легко, ты можешь проиграть даже и 25. Так что сегодня мне пришлось игроков держать даже при таком счете, все время в напряжении. Было такое ощущение, что можно было расслабиться и все потерять, но мы себя сдерживали и настраивались на битву, и хотелось дома все-таки выиграть, не просто там по очкам завоевать кубок. Безусловно, это груз, потому что это же очень просто можно и потерять. Всего лишь нужно в каждой четверти проигрывать по 7 очков, и потом раз, и ты уже и не чемпион. Поэтому настраивали команду соответствующим образом. Но, слава богу, у нас в этом году, ну и вообще в Химках, все профессионалы и никакой расслабухи. Все так, как нужно. Так что мы сегодня это сделали. Чуть-чуть попразднуем, с завтрашнего дня начинаем готовиться к следующей вершине. Плюс 25, минус 25, всегда надо играть с начала до конца. Такое преимущество, наверное, трудно отыграть, но все равно не расслаблялись, и сегодня на своей площадке выиграли плюс 20. Лучше, может быть, проиграть где-то в начале несколько игр и, как говорится, спуститься с небес на землю, нежели там выиграть все игры в регулярке и потом проиграть самые главные игры. Все на этом закончится, и все это забудут. И будут вспоминать, как какое-то там недоразумение образно. Опять же, я сказал то, что мы там проиграли где-то какие-то игры, там налаживали игру, там меняли где-то состав, где-то были травмы очень много. Но в итоге мы подошли в оптимальном составе к самым важным играм. Я думаю, что первая игра это с «Зенитом», потом Валенсия, наш основной соперник. И было тяжело. Потом Банвит, конечно же, тоже тяжелый. Все тяжелые игры, и плохих команд не бывает на этом этапе. Самым сложным была первая игра в Валенсии, потому что, помню прошлогодний опыт, очень боялись этой игры, знаем, кто такие Валенсия, готовились, проводили собрания, и слава богу, опять же, что все то, что мы сделали, как сейчас оказалось, это правильно. Мы на правильном пути. В Канарах было тяжелее выходить, так как там 10 тысяч чужих болельщиков, все свистят. Но я считаю, что мы хорошо с этим справились, достойно выступили и здесь, и там. Здесь спасибо всем за поддержку, было очень приятно играть при полных трибунах. Что сейчас подумаешь? Выиграли кубок. Я рад, что перед сезоном я сказал, может быть, я никогда так не говорю, но нашим основным спонсорам, не хочу фамилии называть, я сказал, если вы нам поможете так, то сделаем, тогда мы будем Еврокубки первые. Конечно, это был на год вперед, такой авансом сказано, я никогда не бросаю словами. И сейчас мне самое важное было за свои слова ответить. Я рад, что команда помогла мне это сделать. Отдельное слово благодарности хочу сказать это нашему клубу, тренеру, конечно, в первую очередь, что создал такой коллектив. В первую очередь, что у нас внутри есть понимание, есть кулак такой своеобразный, без которого, в принципе, без вот этого chemistry у нас не будет никогда команды. И когда мы проигрываем, когда мы выигрываем,
мы остаемся командой, это в первую очередь важно, и мы доказали тем, что мы в финале столько много выиграли, мы собрались на эти игры, и я думаю, что провели одни из самых лучших игр за сезон, именно финальные 2 игры. На титул нас настраивали очень серьезно. Любой другой результат стал бы провалом, поэтому весь турнир мы пытались прогрессировать и в итоге добились своего. Опустошение, устал. Завтра, наверное, пойму, что выиграли, поэтому, думаю, заслужили, хорошо играли все эти игры. Ну и вообще, сегодня, в этом году розыгрыш кубка, поэтому рад за болельщиков, за руководство, за то, что запомнили сегодня до отказа. Думаю, заслужили сегодняшнюю победу. Главное, что мы взяли кубок, а остальное мало что значит. Каждый был достоин звания MVP, потому что наш успех — это заслуга всей команды. Именно поэтому для фотографии с призом я вытащил всех ребят. Это первая моя победа как уже не профессионального спортсмена, а как руководителя, конечно, непередаваемое ощущение, потому что не зря говорят, что когда ты на площадке, тебе некогда отвлекаться, у тебя эмоции уходят все на борьбу. А когда ты стоишь около скамейки и пытаешься все равно выбежать на площадку, и эмоции переполняют, ну и слава богу, что мы выиграли, то есть абсолютное счастье. Внутри просто разрывается, эмоции переполняют как бы вообще все. Первый, так скажем, мой приз большой такой в моей профессиональной карьере, то есть для меня это вообще, ну, очень много чего значит, и не знаю, еще как бы даже поиграть, почувствовать, как бы, да, вот что это такое, то есть как бы это вообще не передать словами. Без семьи, без поддержки, наверное, семьи ничего бы не получилось. Это в первую очередь, конечно же, супруга моя любимая, дети, мама, огромное спасибо, низкий поклон ей. И, конечно, папе большой привет и всем моим родственникам. Я вас люблю и, конечно же, для вас это победа.